Мендевте цугар, мендевте кюнтәйөрмет, бейрен циндалян, бей хальмик келян десчанав. Сегодня прошла вторая неделя моих занятий. Я работал над вторым текстом, называется «Коротенькая сказка» Мекляша Ролджинхуэр. Но прежде чем я начитаю ее, я бы хотел несколько слов обратиться к своим землякам, своим соплеменникам. Учите калмыцкий язык. Нам нельзя его потерять, потому что без калмыцкого языка, без нашего родного языка мы потеряем и нашу землю, и себя самих, растворимся в этой агрессивной, недружелюбной среде под названием Россия. Вот я хотел бы с вами поделиться. Тут один товарищ, недоброжелатель, обиженный просто на меня, то, что я называю Россию Россией страной подонков. И вот он поделился очередным моим постом с таким комментарием. Вот такие дебилы живут на русской земле. Да? Вот обратите внимание. Они уже все присвоили. А почему так получается? Потому что мы не разговариваем на своем родном языке. Потому что везде звучит русская речь. Естественно, нету ощущения, что это земля наша, калмыков. Нету ощущения, что земля там бурятская, якутская, там, тувинская, да, татарская. Везде звучит русская речь. Поэтому вполне естественно, что у них вот такое вот восприятие вот этого территории, вот этих мест, нашей земли, как своей, собственной. Почему так происходит? Потому что пропаганда вся нацелена на вот это вот. Они заселяют наши земли рашистами. Здесь распространяется русский язык, преподносится то, что русский язык это почетно и хорошо. Я не против русского языка, повторяю. Это замечательный язык, прекрасный, красивый. Я тоже люблю и Достоевского, и Чехова, и так далее. Но я за родной язык. За то, что... Потому что родной язык это именно то, что дает нам сознание того, что мы не такие. Мы не можем быть с калмыцким лицом, но с русской душой. Мы должны быть калмыками полностью. Вот, например, послушайте эту песню, да, отрывок такой. Вот, стоит девочка, поет песню Вики Цыгановой. И вот они впаривают всем людям то, что это русская земля, да? Если вы скажете, что Калмыкия это калмыцкая земля, то на вас будут гонения, притеснения, будут упреки, то, что вы типа националист, ненавидите там русских. Нет, конечно, я люблю русских. У меня много друзей по всей России. Здесь, в Калмыкии, русские друзья. Я ко всем прекрасно отношусь, но приписывать мне ненависть к русским людям, тем более, у меня русская жена, да. Вообще, что тут, вот этот Евгений Иванов, например, вот тут написал мне снова обиженные комментарии на мой пост, оскорблять Россию и русских. Я не оскорблял русских. Да? На мои вопросы он не отвечает. Я ему задаю вопрос. Вот. В России живут только русские. Отвечать не хочет. Снова мне, по-моему, самое поганое дело позволять поносить
и хаять твой дом. Россия не мой дом, повторяю. И не терплю, когда при мне поносят хоть Российскую империю, хоть СССР, хоть Российскую Федерацию. Да? Слушайте, Российская империя уничтожила мое государство, наше государство Калмыков, Калмыцкое ханство, территория которого была размером с Германией, СССР моих родителей в малолетнем возрасте объявили врагами народа, лишили их крова, своего дома, всего имущества, выслали в Сибирь вместе с семьями, в то время, когда их отцы уже погибли на фронте, защищая Родину. А вы мне еще говорите про это мой дом. Это не мой дом, Россия не мой дом. Я вообще не чувствую эту страну своим домом. Это агрессивная среда, которая хочет уничтожить мой народ, уничтожить другие народы. Ну и вот он дальше мне сыплет, снова этот Евгений Иванов сыпет мне оскорблениями, ублюдок, ушлепок, грозится мне. Ах, если бы я был помоложе, он бы научил меня любить Родину. Родина у меня одна, у меня Родина Калмыкия. Если хотите, я 17 числа, вот послезавтра, в субботу, буду на митинге. Евгений Иванов, я вас приглашаю лично, придите, выскажите мне все свои претензии. Но если вы придете, будьте добры, отвечайте на мои вопросы. Давайте подискутируем на эту тему. Ну а так, чтобы там поносить меня, оскорблять меня, я не буду отвечать вам тем же. Но на этом остановимся. Так что, уважаемые земляки, учите калмыцкий язык. Калмыцкий язык – это наше все. Единственное, что нас может сплотить. Без калмыцкого языка у нас никогда не будет национального единения. Нас невозможно будет объединить, если мы утеряем его. Я учу калмыцкий язык, и я буду знать его. Ну, а сейчас я завершу сегодня неделю работы чтением этого текста и немного потом расскажу, как я занимаюсь, поделюсь своим опытом с вами. Я знаю, как учить язык. Сейчас для большинства калмыков необходимо учить язык как иностранный, потому что я учу наш родной язык как иностранный язык. Точно так же, как я это делал, как я учил английский язык. Именно успехи в английском языке дали мне уверенность в том, что я овладею калмыцким языком. Ну что, сейчас я закреплю чтение. Мекля шоргульдин хойер. Кезина мекля шоргульдин хойер няджи булцхаджи. Сян сяхын няджинер болат бәгәт бәцхана. Мекля зун досын мел нәрнад кекет бәдік волна. Шоргульдин мел зун досын көлімшін арды орад хотан зөкәт ғарна. Мекля дегит нәрнадындан шөлта бәджи. Хотан белхан марджи оркчы. Генкин увел волна, меклен гесін өлсіне бейін дарна. Едін гихля едік хоты уға волна. Зөвер түрет бәдік волна, шоргулдин нәжден көрәдеріне. Нәжі менді гена шоргулдин хәрі Мекля цак беші цагла чи якжи ювнач. Диде шоргулдин сурна. Арғы чымды няджи.
Нярнәдін дегеді куболат хотан білже авчы чатсынугав. Тегет чамур өрүв гежемекля келне. Хөткен саналуга итклян нярнәдіна арды орат бәдів. Игже чебін хойыр нәді болже чатшы угавидін. Бимелзун дуусын көдләт бәхлә. Чемелзун дуусын нәрләт бәвшіч. Тиекчкет нанысы құты хәнәч. Геже шорғылжен керілдіне. Болып, сән сәхін бәсін чини сіткілчин хуынды қышыв. Тәртәміне көлі авы гегет царцахан не гуйығна. Теймі бичкен өгілгі өшкет хәрөбейім нады бердженач. Гегет мекля шорғылжынла түйгіна. Тейгет үйнәсім хоран мекля шорғылжын хойыр нәжі болдған уырна. Ну, в общем, как-то так. Конечно, не все складно. Где-то я теряюсь в смысле. Где-то мой речевой аппарат еще не очень подготовлен для вроде бы и простых предложений. Но я работаю, результат налицо. Как вы, вероятно, слышали первое мое чтение первой моей недели работы. Там мой язык двигается с трудом. Сейчас уже легче, намного легче, и где-то я понимаю достаточно хорошо и уверенно некоторые моменты, но воспроизвести, как бы пересказать я еще не могу, не в состоянии, потому что еще надо много-много работать, но это придет со временем. Вот посмотрите, еще я в прошлом видео говорил, рассказывал то, что вот смотрите, сколько табличек, да, вот сколько табличек я сделал, отметил новые для себя слова, новые выражения. Все я их учу, но не учу списком, я их не выписываю. Я вот учу, как в тексте есть, да. Сейчас буду работать над первым текстом, тоже попрошу кого-нибудь, чтобы озвучили мне, пожалуйста. Если вы хорошо владеете калмыцким языком, пожалуйста, добавляйтесь в друзья, присоединяйтесь ко мне в группу, помогите мне начитать тексты, любые тексты. Пусть это будут стихотворения, пусть это будут сказки, пусть это будут книги, но пока короткие. Короткие, либо если это длинный текст, разделите его на несколько частей. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, помогайте мне, если у вас есть время и желание. Приглашаю также и тех, кто учит калмыцкий язык, кто хочет учить калмыцкий язык. Давайте заниматься вместе. Скоро я буду... Я еще в таком ритме, я еще поработаю примерно неделю-две, еще 2, может быть 3 недели. А потом буду работать над диалогами. Но все равно читать я никогда не перестану. Именно это упражнение будет сопровождать меня долго, пока я действительно не овладею калмыцким языком. Вот это именно упражнение я считаю самым эффективным. Читать каждый день, читать, переводить слова, пробовать отмечать новые слова, нарабатывать практику произношения, делать свою речь четкой, чтобы каждое слово было вымовлено, было высказано так, чтобы от зубов отскакивало.
нельзя нам давать слабинку, нельзя давать себя жалеть, надо работать и работать. Только таким способом, поверьте, нет никаких там способов других, волшебных способов там выучить калмыцкий язык или любой другой язык там за 2 недели, там за 2 месяца или там полгода, да. Если вам обещают это все ложь. Невозможно выучить. Я не знаю таких людей, чтобы я их не встречал. Говорят то, что слышали там, но никогда не встречал таких людей, которые бы сказали то, что могли выучить какой-нибудь язык за такой короткий срок. Тем более наш калмыцкий язык очень богатый язык, и овладеть им так быстро не получится. Надо набраться терпения, надо понять, осознать то, что без такой вот работы, без усердия прилагаемого, ну, а что мы хотим? Естественно, если мы хотим сохранить себя, если мы хотим дать, оставить после своим детям не рашистскую массу, да, а действительно настоящих калмыков с сознанием, с калмыцким менталитетом. Ну, благодарю вас, спасибо за внимание, присоединяйтесь. Сян Бятин.